Итак, дорогие мои друзья, мы подходим к следующему объекту исторического и культурного наследия нашего народа. Здесь, как мы видим, древнее захоронение нашего народа из Тейпа Мелхи, исконно Нохчи Тейпа. Я хочу вам показать, в каких местах строили жилую башню. Посмотрите. Как видим, прямо на утесе, видно? Снизу. Посмотрите. А вот здесь остался кусочек от сигнальной башни. Вот. Как видно, да? Вот остался небольшой кусочек. Снизу, прямо под этим замковым комплексом, вот здесь тоже остались стены от жилых башенных комплексов. Посмотрим. Так. А вот сигнальная башня. Посмотрите на эту красавицу. Посмотрите на нее. Это просто бомба. Чтобы было понятно, насколько высоко она. Вот здесь снизу протекает река. И почти что на высоте примерно полкилометра находится сигнальная башня. Башня сигнальная, видно? То есть та была у нас приблизительно там, вдали, сейчас ее не видно. Вот. И эти башни построены, чтобы было понятно, да? Посмотрите еще раз. Вот. Посмотрите на эту башню. Вот они. Башни 12, 13, 14 веков. Сигнальная башня. Это просто не передать, насколько она красива. Забраться туда физически я не смогу. Времени не хватит. Представляете, да? Здесь сигнальная башня. Здесь замковый комплекс. Вокруг него снизу тоже были непосредственно жилые башенные комплексы. Здесь, видать, был еще один жилой комплекс, раз сигнальная башня напротив находится. И вот здесь захоронение. Вот так вот, друзья. И это, опять же, не где бы, а бы где. Это буквально проезд где-то через полкилометра. Опять же, высокогорная Чечения, Нохчичу, Чеченская республика. Опять же, древние строения, которые зафиксированы ученые, еще советскими учеными. И все это находится у нас в горах. Да, недаром говорил Джабраил Юрьевич Чахкиев, ныне покойный Далгеш Долцун, что Чечня, Нохчичу, Ингушетия и Осетия являются, без преувеличениями, все три эти республики являются, можно назвать, странами или страной башен. Потому что здесь музей под открытым небом. Буквально проехали какой-то, я не знаю, может километр-полтора. Километр-полтора в одном ущелье. Это даже не все Аргунское ущелье. Я уже перечислил вам, показал вам 5 жилых башенных комплексов, 2 сигнальные башни сигнальной башни и до, как минимум, если взять раз, два, три еще, 20 жилых башенных комплексов. Это то, что осталось еще немного с фундаментом. Целых там, наверное, приблизительно, может, будет 7-10, не больше. Вы представляете, я не проехал еще полкилометра от Мешихи. Вот, оттуда полкилометра не проехал, уже почти что 7-8 башенных. О каких сказочных, д'Артаньянских рассказах вы можете судить и говорить, что в Чечне нету башен, в Чечне нету пирамидальных, ступенчатых башенных комплексов, в Чечне нету замков башенных. Это я для тех норнийцев, исследователей, которые вечно плачут, вы украли. Это, вот именно этот край, никогда не был ничем, кроме как чисто чеченским.
издревле всегда был, есть и остается, иншаллах. И плюс еще наши братья, часть нашего народа Мелхи, которые спустились, считается, что спустились одними из последних с Горной Чечни. То есть считается, что они спустились во время депортации, то есть в 20 веке. Поэтому их башенные комплексы более или менее еще сохранились. Вот. И еще, что я хочу показать, чтобы было понятно. Смотрите, чтобы это не было на словах, хочу вам показать, как это совладал. Посмотрите, чтобы было видно. Вот, видите, силуэт рядом снизу столбом. Это сигнальная башня. Посмотрите, откуда она получает сигнал. Чтобы было видно. Вот отсюда. Теперь понимаете, о чем я говорю? Здесь сигнальная башня. Там сигнальная башня. Прямо за между столбами. И вот так дальше. Так что... И причем построена вот эта сигнальная башня почти что на высоте вплоть до 1 километра. Это просто не передать. Это насколько сильными строителями, зодчими были наши предки. Это просто бомба. А мы продолжаем свой путь вдоль ущелья, Аргунского ущелья. Всем желаю удачи.